Привет, друзья! С вами я, Михаил Сергелей, и новый выпуск Nocta Live. В этой передаче мы комментируем наиболее важные события, происходящие в Гагаузской автономии и в Республике Молдова. На этой неделе многие с тревогой ожидали итогов так называемого съезда депутатов всех уровней в Приднестровье и гадали, попросится ли Приднестровье в состав России. Как оказалось, не попросились, и весь этот съезд оказался не более чем пшиком, призванным держать в напряжении молдавское общество. С начала 2024 года мы видим, как Россия пытается более активно использовать два анклава на территории Республики Молдова, на которые Россия имеет высокую степень влияния. Я говорю о Приднестровье и Гагаузии. На съезде, прошедшем 28 февраля, Приднестровье не попросилось в состав России, а обратилось всего лишь к Совету Федерации и Госдуме, ну и в Красный Крест заодно, с просьбой защитить Приднестровье от некоего давления со стороны Молдовы. Формальным поводом для проведения этого съезда стало введение Республикой Молдова таможенных пошлин для товаров, импортируемых в Приднестровье. Введением этих пошлин молдавское государство выравнивает ситуацию, при которой приднестровские предприятия, так же как и другие молдавские предприятия, платят налоги. Но, во всяком случае, после введения этих пошлин приднестровские предприятия должны начать платить. Зачем по этому поводу так вопить, мне не совсем понятно. Несмотря на то, что сам съезд и итоговая резолюция стали не более чем пшиком, это дало повод российским пропагандистам на Первом канале, ну как минимум, да, разгонять тему о том, как Россия может и должна спасти жителей Приднестровья, а заодно и гагаузов. Давайте посмотрим. Гагаузы страшно мучаются, потому что я с гагаузами поддерживаю живую связь. Гагаузы, наши братья, наши. Они наши, да. Они говорят по-турецки, фактически с стамбульским говором, но они абсолютно православные, наши люди, Да. и выступают за Россию. Поэтому у нас есть, конечно, возможность, обсуждал я не раз, но надо проводить операцию для десантуры, усиливать при помощи, так сказать, переброски сил воздушным путем, коридором, пробивать туда коридор со стороны Черного моря, естественно, с двух сторон враждебные государства. Но воздушным путем это, если я правильно понимаю, на территории Укррейха. Ну, заходить придется со стороны Черного моря, понимаете? Но если мы бросим там 220 тысяч человек плюс гагаузы, плюс Я остальное... ведь про это и спрашиваю, что Да. я понимаю, что когда люди говорят про 220 тысяч граждан Российской Федерации, понятно, что бросить мы их не можем. Эти 220 тысяч понимают, что Украина, ну, мягко говоря, не очень, наверное, доброжелательно к ним относится. Есть, как они говорят, экономическая блокада со стороны Молдавии, но да. Иранский образец. Не, простите, мы уже настолько перетончили, на мой взгляд, что Иран нам дает уже, ну точно если не 100, так 10 очков форы вперед. Они нисколько не испытывают проблем финансировать открыто Хизбаллу и перебрасывать часть КСИРа, Корпус стражи Исламской революции, То на нужном есть территории. ваш короткий ответ на мой вопрос – прокси. Да, Понял. так точно. Мне интересно, с какими гагаузами говорили или говорил этот пациент, и от чего именно гагаузы страшно мучаются. В своем спиче он признал, что у России нет возможности забросить на территорию Молдовы десант по типу группы Гиркина-Стрелкова, как это было на Донбассе в 2014 году. Напомним, на Донбассе в 2014 году войну развязали не жители Донбасса и никакие не ополченцы, а самые настоящие диверсанты, заброшенные туда российскими спецслужбами, которых возглавлял Гиркин-Стрелков. Об этом неоднократно говорил сам Гиркин-Стрелков, а российское руководство этого никогда не отрицало. Если бы не диверсионная группа Гиркина-Стрелкова, то никакой войны на Донбассе не было бы. То же самое, очевидно, Россия хочет или ей хотелось бы сделать и в Гагаузии. Однако у России нет такой возможности ни по суше, ни по воздуху, ни по морю. Все подступы к Молдове для российских военных или диверсантов заблокированы ВСУ и странами НАТО. Поэтому, как мы видим, российские пропагандисты не первой свежести предлагают использовать для этого прокси, по примеру того, как Иран использует своих прокси, то есть террористические группировки в разных странах: Хезболлу в Ливане, хуситов в Йемене и Хамас в Палестине.
Фактически этот пропаганда, извините за выражение, предлагает создать на территории Гагаузии террористическую организацию. Они уже посчитали, сколько людей готовы, по их мнению, воевать против Республики Молдова. 220 тысяч в Приднестровье, и вся Гагаузия, по их мнению, должна дружненько войти в ряды российских военизированных прокси. Вот такие преступные планы, как втянуть Гагаузию в войну против Молдовы, на полном серьезе и очень агрессивно обсуждаются в эфире федерального канала в России, который, как вы знаете, запрещен для ретрансляции в Молдове. И глядя на это, все становится очевидно, почему он запрещен в Республике Молдова. А теперь давайте посмотрим, что транслируется в прямом эфире Гагаузского общественного радио. Вы в прямом эфире, здравствуйте. Добрый день, Георгий Георгиевич, добрый день, студия, Катерина, добрый день. Здравствуйте. Георгий Георгиевич, я вот слушаю вашу передачу, я слежу за вашими действиями, то, что сейчас проходит. Я прекрасно понимаю, что на вашу долю сейчас очень большие трудности идут. Я, слушая ваш разговор, я понимаю, что сегодня власти Молдовы, не молдаване, а власти Молдовы, наверное, на мой взгляд, хотят избавиться от нас, гагаузов. То у нас НДС урезают, то у нас судебную систему отбирают. Еще многие вопросы у нас есть непонятные. Сейчас наши предприниматели начали уже уходить из Гагаузии, к сожалению. Вам не кажется, что мы опаздываем, наверное, провозгласите который мы провозгласили в 90-м году свою республику? Почему? Потому что это все действия центральных властей показывают, что они хотят нас дискриминировать. Как мы будем дальше жить? Я понимаю, что вам сейчас очень сложно принимать решения. И народ хочет, чтобы быть в составе Молдовы. И мы хотим вместе жить. Но если нас так будут ущемлять, не опоздаем ли мы провозгласить Гагаузскую республику? Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Спасибо. Достаточно радикальное такое пожелание, но это крик души, наверное, определенной части населения, реакция на те действия, осуществляемые властями. Но, вы знаете, я позволю себе согласиться с Бессарабом Иваном Николаевичем в том пункте, что не кажется ли, что мы опаздываем. Георгий Георгиевич, уже 3 года, больше 3 лет, да, сейчас у нас у власти определенная партия. Получается, что к международным структурам вы не обращались, а за это время эти урезания полномочий лишь увеличивалось, укреплялось, в самом его плохом виде, что называется. И ничего не было, получается, сделано со стороны Гагаузии. Для тех, кто не распознал человека, который звонил в студию Гагаузского радио, им был Иван Бессараб, обслуживающий интересы Шора, но которого ГРТ, контролируемая сейчас Шором, продвигает как гагаузского патриота. Иван прославился в Гагаузии своими отрыжками в прямом эфире и способностью менять хозяев в зависимости от оплаты. Человек, который отвечал на вопросы Бессараба, это Георгий Лейчу, заместитель спикера Народного собрания, генерал юстиции Республики Молдова и бывший главный прокурор Гагаузии, проработавший в этой должности 10 лет. А модерировала все это журналистка общественного радио и телевидения Екатерина Манита. Тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое. Эта передача на Гагаузском радио вышла в эфир в тот же день, когда проходил так называемый съезд депутатов всех уровней в Приднестровье. В этот же день вышла та самая передача на Первом канале, где обсуждали планы использования прокси в Гагаузии, по примеру террористических групп, которых использует Иран в разных странах, прежде всего против Израиля. Второе. Иван Бессараб, по сути, призывает власти Гагаузии предпринять противозаконные действия, которые можно оценить как сепаратизм и измена Родине. После такого вопроса, адресованного генералу юстиции, дважды главному прокурору Гагаузии, мы ожидали от него, я имею в виду от генерала юстиции, призывов прекратить эти провокации против независимости, целостности и суверенитета Республики Молдова. Это не только провокация против Республики Молдова, это провокация против гагаузов, которые эти призывы подставляют нас, представляя в не самом хорошем свете. Это очень опасно, особенно в контексте, в котором находится Молдова сейчас. Я имею в виду российскую военную агрессию против Украины.
Рядом с нами идет война, где гибнут люди, и нам ни в коем случае не нужно ассоциироваться с агрессией России. Такие разговоры воспринимаются однозначно как поддержка российской агрессии, и никак иначе. Становиться проводником российской агрессии и раскачивать лодку в Молдове в интересах России – это последнее, что нужно гагаузам Молдовы. Столько лет в Гагаузии пытаются избавиться от клейма сепаратизма. И тут на общественном радио звучат призывы создать в Гагаузии подобие ЛНР и ДНР. И никто не видит в этом проблемы. Ни ведущая, ни гость передачи, который на минуточку вице-спикер Народного собрания Гагаузии. И что же мы слышим от генерала юстиции в ответ на этот вопрос? Мы слышим одобрение этого вопроса. Возникает ощущение, что Бессараб озвучивает то, что Лейчу не может озвучить сам. Поэтому к нему на помощь пришел Бессараб, дозвонившийся в прямой эфир, причем дозвонившийся первым. Третье – это то, как ведет себя ведущая в этой ситуации. Вместо того, чтобы пресечь это и не дать использовать эфир ГРТ для подобного рода провокаций, она подключилась к этим призывам и стала подливать масло в огонь. Такое ощущение, что Екатерина Манита выдвинула себя на роль главного российского прокси в Гагаузии. Давайте попытаемся проанализировать, что произошло в этом эпизоде. Имеется в виду в эпизоде, который мы вам показали из эфира на радио Гагаузии. Участники этого агрессивного пропагандистского шоу, которое еще и оплачивается из наших с вами денег, пытаются приучить гагаузское сообщество к мысли о том, что создание Гагаузской республики, а по сути подобие ЛНР и ДНР, это нормально. Вице-спикер Народного собрания не только одобрил эту идею, не осудив ее, но дал понять, что она пользуется поддержкой, потому что якобы является криком души определенной части населения. У меня вопрос к господину Лейчу, откуда у него такая информация? Он проводил опросы или проводил встречи, где поднимал этот вопрос? И если уж Лейчу говорит о том, что это крик души части населения, то сколько людей поддерживают эту идею? Более того, даже если и есть такие люди, то их явно немного. И сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы вообще об этом говорить. И кто-кто, но Лейчу должен понимать, что этот вопрос не стоит поднимать, во-первых, потому что эта идея не пользуется поддержкой, а во-вторых, это подставляет гагаузов и ассоциирует их с российской агрессией против Украины и против Молдовы. И если Лейчу ответственный человек и думает о будущем Гагаузии и благополучии гагаузов, то он должен не просто пресекать эти разговоры, а четко и ясно дать понять, что таким разговорам и идеям в Гагаузии не место. Потому что если вдруг, не дай бог, эта идея реализуется, то сегодняшние проблемы Гагаузии покажутся цветочками. Рассуждения на эту тему никакие проблемы Гагаузии не решат, а наоборот усугубят. Ведь я не зря сравниваю Гагаузскую республику, идею воссоздания, которую озвучивает Бессараб и не отвергает Лейчу, с ЛНР и ДНР. Каким-то романтикам в Гагаузии спустя 30 лет может показаться, что благодаря провозглашению Гагаузской республики в 90-м году мы получили все, и нам за это ничего не было. Не было войны, как на Днестре, не было большого кровопролития, и в итоге Гагаузская республика закончилась не уголовными делами и судами в отношении тех, кто ее провозгласил и организовал, а легитимизацией всех, кто возглавлял Гагаузскую республику. Но не стоит сравнивать 90-е годы с ситуацией, в которой мы находимся сегодня. Идея о том, что удастся повторить Гагаузскую республику бескровно, это очень большое заблуждение. И еще большее заблуждение в том, что эта идея способна принести какое-то благо гагаузам. Посмотрите, что произошло на Донбассе. Города, которые процветали и развивались до прихода туда русского мира, сегодня прозябают в нищете, превратившись в серую зону и преступный анклав, где живут бесправные и угнетенные люди. Бесправными и угнетенными они стали только после прихода русского мира туда. До прихода так называемой русской весны в Донецк этот город динамично развивался и в 2012 году принимал чемпионат Европы по футболу. И если бы туда не пришел русский мир, то Донецк развивался бы и дальше. И прежде чем допускать такие мысли и, более того, обсуждать их открыто на общественном радио в условиях, когда идет война в соседнем государстве, нужно давать себе отчет в том, что
Сегодняшняя Молдова – это не Молдова 90-х годов. И сегодняшняя Украина – это не Украина 90-х годов. И в Болграде не стоит советская дивизия ВДВ. Если в 90-м году идея Гагаузской республики была направлена только против независимости и суверенитета и целостности Республики Молдова, то сегодня она также направлена против независимости, суверенитета и целостности Украины. И если в 90-м году Украина стояла в стороне и безучастно смотрела на то, что происходило на юге Молдовы, то сегодня любая дестабилизация на юге Молдовы касается Украины напрямую. Поэтому очевидно, что Украина безучастно стоять не будет. А если говорить о самих гагаузов, то для подавляющего большинства гагаузов ситуация изменилась тоже. По сравнению с 90-м людям есть что терять. Если в 90-е годы у многих не было ни домов, ни земли, земля принадлежала колхозам, а дома были колхозными дворами, которые тоже принадлежали колхозам, то спустя 30 лет ситуация целиком и полностью изменилась. Люди получили в собственность свою землю и дома, и более того, за 30 лет они успели привести их в порядок, отремонтировать, и многие успели построить новые дома. И если 30 лет назад до развалинах империи сформировалось новое государство и с не до конца ясным будущим, по крайней мере, для гагаузов оно было не до конца ясным, то сегодня речь идет о государстве, где гагаузы обрели свой дом, привилегии, многие построили бизнес, обрели положение в обществе. В этом государстве работает пенсионная система, которой пользуются в том числе и гагаузы, и которую невозможно было бы создать в так называемой Гагаузской республике. И вообще никакую систему невозможно было бы создать при Гагаузской республике. И в бытность Гагаузской республики гагаузы получали пенсии и зарплаты из бюджета Республики Молдова, пользовались молдавскими системами здравоохранения и образования. Спустя 5 лет после существования так называемой Гагаузской республики, поняв, что Гагаузская республика это по сути банановая республика, и это не имеет никакого будущего, гагаузское сообщество тогда приняло единственное правильное решение – реинтегрироваться в Республику Молдова. И еще раз повторюсь, тогда это все удалось проскочить без большого кровопролития. Сейчас повторить то же самое не получится, потому что изменился мир, изменилась Молдова и Украина. И Лейчу, заместитель председателя Народного собрания, должен был все это объяснить в эфире ГРТ, а не мычать про крик души, извините. Лейчу, извините, целый генерал юстиции. Он-то точно знает, чем идея возрождения Гагаузской республики в нынешних условиях может обернуться для гагаузов. Я понимаю, что Лейчу юрист и может использовать слова так, что с точки зрения закона к нему не подкопаешься. Но с моральной точки зрения это преступление против Гагаузии и гагаузов. Такими действиями вы не просто опять навешиваете на всех гагаузов ярлык сепаратистов. Вы зовете в войну в Гагаузию. Ради кого или чего вы это делаете? Ради гонорара от Шора или Кремля? И это стоит того? Ради каких преступных целей вы хотите поджечь наш дом? Я не удивлен услышать эти идеи от Ивана Бессараба. Этому заплати 2 копейки, и он не такое скажет. Но что движет Лейчу? Тоже 2 копейки или что-то другое? Напомню, эту тему подняли на гагаузском радио в тот же день, когда в Приднестровье проходил так называемый съезд депутатов всех уровней. И в тот же день на главном пропагандистском канале России заговорили о необходимости создания российских прокси-групп в Молдове с использованием гагаузов. Я в такие совпадения не верю. Я не думаю, что прямо завтра начнутся какие-то действия по созданию Гагаузской республики. Очевидно одно. Москва использует Гагаузию против Молдовы, и в этом году она будет использовать ее по максимуму. Это связано не только с предстоящими выборами президента и еврореферендумом. Россия понимает, что у нее остается все меньше и меньше времени и возможностей, чтобы удержать Украину и Молдову в орбите своего влияния. Ее задача сейчас создать как можно больше очагов напряжения по всему миру и особенно вокруг Украины. И, конечно, вокруг Республики Молдова, потому что Украина и Молдова в вопросе европейской интеграции и в вопросе противостояния российской агрессии сильно связаны друг с другом. Более того, дестабилизация Молдовы создаст серьезные проблемы для Украины. Россия понимает, что по мере интеграции в Европейский Союз Молдова получит защиту Европейского Союза и усилит
свою способность в противостоянии такого рода вызовам, как российские прокси на своей территории. И пока этого не произошло, Россия пытается усугубить ситуацию и усложнить процесс европейской интеграции Республики Молдова, чтобы Молдове тяжелее было выбраться из этой серой зоны и избавиться от российского влияния. Тут важно уточнить, что я имею в виду, говоря о том, что я не думаю, что завтра кто-то начнет воссоздавать Гагаузскую республику. Очевидно, что гагаузские политики по поручению Кремля пытаются воссоздать 90-й год. В последнее время мы видим участившиеся провокации из Гагаузии против Кишинева. Их главная задача — спровоцировать Кишинев на силовые действия, которые позволят сегодняшней гагаузской политической элите во главе с Константиновым, Узуновым, Мишкой Влахом и же с ними, за которыми стоят Шор и Кремль, консолидировать вокруг себя гагаузское сообщество, придать себе легитимность и на фоне всеобщего страха в Гагаузии против силовых действий Кишинева поднять людей на заварушку и воссоздать Гагаузскую республику. И расчет здесь именно на непродуманные действия и ошибки Кишинева, как это было в 90-м с походом волонтеров и другими подобными действиями. Десятилетиями гагаузские политики формировали из Кишинева образ врага, особенно из политиков с сильной румынской идентичностью, и из европейских политиков тоже. Поэтому в Гагаузии любое действие Кишинева, даже самое законное, воспринимается как посягательство чуть ли не на существование самой гагаузской автономии и на существование гагаузского народа. Была очень примечательная и показательная реакция гагаузских политиков на действия Центра по борьбе с коррупцией 16 мая 2023 года во время обыска в Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Как быстро при поддержке Шора гагаузские политики вывели людей на улицу, организовав стихийный митинг. Это тоже было показательно. Все депутаты Народного собрания как один съехались в Камрад, организовали внеочередное заседание Народного собрания и дружно продвигали риторику о посягательстве Кишинева на гагаузскую автономию. Своими действиями депутаты НСГ отрицали право Кишинева расследовать нарушения на выборах Башкана, которые были очевидны всем, в том числе и депутатам Народного собрания. Вместо того, чтобы требовать от Кишинева этого расследования и исключить любые вероятности или возможность фальсификации результатов выборов, они пошли на раскачивание лодки и эскалацию ситуации. Сегодня гагаузские политики провоцируют Кишинев на совершение неверного шага, который по их задумке должен поджечь гагаузское общество и консолидировать его вокруг политических проходимцев, находящихся у власти в автономии, чтобы в этих условиях создать некое подобие ЛНР и ДНР. В этой ситуации люди, которые обладают нулевой легитимностью, такие как Константинов, Узун, Михаил Влах, та же Гуцул, наверняка надеются закрепиться у власти надолго, получить бесконтрольную власть в Гагаузии и стать местными царьками наподобие коллаборантов из ЛДНР. Я не знаю, что должен делать Кишинев в этой ситуации, но я точно знаю, чего Кишинев не должен делать. Кишинев не должен давать им повод реализовать этот сценарий. Помимо Кишинева, здесь должны предпринимать действия и люди в самой Гагаузии. Все, кто может и как может. Не нужно смотреть на этих политических проходимцев, оказавшихся у власти в Гагаузии, как на тех, кто несет бред и не понимает, о чем они говорят. Они все прекрасно понимают. Их нахождение у власти чревато не только позором для гагаузского народа. Мы уже перешли ту черту, когда их нахождение у власти было просто позором для гагаузов. Мы дошли до черты, когда их нахождение у власти становится опасным для Гагаузии и для всей Республики Молдова. И наша задача не дать им втянуть Гагаузию в войну против Республики Молдова. Для этого много не надо. Достаточно всего лишь не молчать и подвергать публичному осуждению их действия. И дать понять, что Гагаузия — это не кучка проходимцев, которые пытаются поджечь наш с вами дом. Гагаузы — это десятки тысяч людей, которые хотят жить в мире со своими соседями и не хотят никому создавать проблем. Друзья, это все, что мы хотим прокомментировать сегодня. Увидимся в новом выпуске Nocta Live через неделю в пятницу. До свидания.